В первом международном форуме журналисты мусульманских стран против экстремизма в рамках группы стратегического видения «Россия. Исламский мир» приняли участие более 50 журналистов из стран исламского мира, а также представители СМИ России. Первым слово на правах председателя мероприятия взял посол, координатор группы стратегического видения «Россия. Исламский мир» Попов Вениамин. Посол заявил, что во втором десятилетии 21 века терроризм приобрел международный характер, и его нельзя ассоциировать с какой-либо нацией или религиозным верованием. И где бы ни действовали террористические организации, они преследуют цели обогащения и захвата власти, с претензией на мировое господство, используя лозунги, в том числе такой, как защита ислама от неверных. Главари террористических организаций, как правило, умело манипулируют этими лозунгами, используя современные технические и психологические средства воздействия на массы. Надо признать, что их деятельность дает подчас реальные результаты. Во многих странах развитого и так называемого развивающегося мира сегодня молодежь находится в сложном положении и ищет какие-то альтернативные варианты деятельности и жизни. И таким образом легко попадают в плен к радикальным идеологам, которые обещают быстрое осуществление надежд в ходе священной борьбы, как они говорят, за справедливый мир и достойную жизнь. При этом крайне опасным является то обстоятельство, что во многих западных СМИ доминирует тезис об ассоциации терроризма с исламом. Устойчивый характер такого клише приобрели, когда с преступной небрежностью брошенные термины «исламский терроризм», «джихадизм», «шахидизм» и так далее. В тиражировании этих слов таится глубокая опасность. Они бросают тень, искажают, дискредитируют, по сути, религию ислам, которая ничего общего не имеет с терроризмом. Это великая мировая религия. В свою очередь, профессор, член-корреспондент Российской академии наук Виталий Наумкин заявил, что наша мусульманская умма – это прежде всего часть российского общества, которая тесно связана с исламским миром, и такое понятие, как исламский терроризм, по сути своей неверны, так же, как и джихадизм, в связи с тем, что слово «джихад» имеет положительное значение. Также академик посетовал, что, по сути, хорошие слова, имеющиеся в арабском языке, в результате деятельности террористов приобретают плохую коннотацию. По мнению эксперта, террористы преследуют цели отделения ислама от всего остального мира, дабы обособить мусульман, что несет негативные последствия как для мира, так и для российского общества. Возможными причинами терроризма в современном мире эксперт назвал социально-экономические, политические, в частности, неурегулированный арабо-израильский конфликт, палестинская проблема, а также собственная трактовка ислама радикальными силами. Или деятельности Запада, который беспардонно разрушил ближневосточное общество, которые, в общем, жили спокойно много лет, и вдруг почему-то те страны, которые всегда были опорой арабского мира, а в арабском мире всегда было три основные опоры – Египет, Сирия, Ирак. И когда две из них сегодня находятся в очень плохом состоянии, ну и давайте скажем, что и в Египте есть свои серьезные внутренние проблемы, которые очень трудно решать нынешней власти. Я уж не говорю о Йемене, о Ливии, которые полностью разрушены. Безусловно, западное вмешательство дает основание считать, что Запад несет ответственность за это разрушение под лозунгом распространения демократии. Основным же вопросом мероприятия стал способ противодействия экстремизму в средствах массовой информации. В ходе докладов экспертов было обращено внимание на то, что на сегодняшний день в среде молодежи основным источником информации является всемирная паутина. Так, представитель телекомпании «Россия сегодня» Анна Беликова особо выделила социальные сети, где получатель информации может стать как распространителем, так и самим источником, что сказывается на роли СМИ в современном мире. Так называемые социальные сети, в деятельность которых вовлечено огромное число индивидуумов по всей планете. Именно этот виртуальный аналог социального сообщества стал для большого числа людей местом получения информации и, что не менее важно,
местом обмена и распространения таковой. Несмотря на огромную нишу, занимаемую интернетом в деле распространения информации, современные масс-медиа ввиду профессионализма и качества подаваемой информации не ощущают особой конкуренции со стороны рядового пользователя. Но современный мир столкнулся с новой угрозой. Становится очевидно, что основным идеологическим оппонентом современного общества, продвигающим идеи экстремизма в современном мире, является ИГИЛ, группировка, запрещенная на территории Российской Федерации. Ко всеобщему сожалению, качество выдаваемой информации этой группировкой находится на уровне ведущих мировых СМИ, только со своей спецификой – пропагандой насилия и жестокости. Играя на чувствах молодежи и акцентируя внимание на проблемах социальной несправедливости и неравенства, они предлагают альтернативу, приправленную кровью и адреналином, что находит отклики в сердцах поколения компьютерных игр. По теме моего доклада, если говорить вообще о пропаганде исламской группировки в мире, то мы не имеем права недооценивать эту систему, несмотря на всю дикость некоторых постулатов. Это, безусловно, профессиональная работа профессиональных дизайнеров, профессиональных пиарщиков. Потому что, если посмотреть продукт, который они выпускают, это действительно привлекает внимание, это ярко, это мощно, информативно. И в этом плане мы проигрываем. Даже весь цивилизованный мир, несмотря на всю свою мощь всей этой системы, и в том числе электронных СМИ. Затронули участники и политику запрета сайтов и иных экстремистских ресурсов, которые, по их мнению, не приносят должных результатов, сравнив подобные меры с отрубанием головы гидры, где на месте отрубленной вырастают две новые. Лишь всеобщая консолидация как СМИ, так и духовных лиц, обладающих подлинным знанием и пониманием религии, позволит создать высококачественный информационный продукт, способный преодолевать новые вызовы, вставшие перед миром.